Прошу всех встать. Прошу садиться. Заседание Конституционного суда объявляется открытым. СИЗО Траспы? Джанан, вы сможете провести полноценное заседание? Сможете участвовать? Хорошо. Уважаемые участники, заседание Конституционного суда будет проводиться на официальном языке в связи с ходатайством, обращающейся со стороны Молдагазиева Нурбека Дюшеналиевича о проведении Конституционного суда производства на официальном языке и ввиду отсутствия возражения постоянного представителя Джавхар Кенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Саранова Самата Хаштубековича. На заседании Конституционного суда рассматривается дело по обращению Молдагазиева Нурбека Дюшеналиевича о проверке конституционности пункта 7 статьи 129, пункта 3 части 2 статьи 131 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики. Заседание Конституционного суда проводится в составе председательствующего Сканбаева, судей Айдарбековой, Бубукеевой, Дюшеева, Джулдушевой, Джумабаева, Касымалиева, Кадырбаева, Шершиналиева, при секретаре судебного заседания Джанышбекова Нуркыз. Нуркыз Джанышбековна, доложите о присутствии вызванных участников заседания. На сегодняшнем судебном заседании присутствуют с обращающей стороны Молдагазиев Нурбек Дюшеналиевич. Со стороны ответчика постоянный представитель Джавхар Кенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Кыргызской Республики Исыранов Самат Кышталбекович. Третьи лица. Постоянный представитель президента и кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич. Представитель Верховного суда Кыргызской Республики Сапянова Маргарита Насыркановна. Представитель Министерства юстиции Кыргызской Республики Ташманбетова Назгуль Октябревна. Представители государственного учреждения по информационным технологиям Адлет-Сот при судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской Республики Джайлабаева Даанакан Абдыманаповна и Замирбекова Айдана Замирбековна. Представитель открытого акционерного общества Кыргыз почтасы Ашимбаев Разак Уразбекович. Других вызванных участников судебного заседания не было. Присаживайтесь. Молдагазиев Нурбек Дюшеналиевич, вы сможете пройти к трибуне или вам удобнее с места? Пожалуйста, пока ознакомьтесь. Я могу начинать, да? Нет. Представьте информацию о себе. Фамилия, имя, отчество. Сейчас идет процедура установления личности, да? Фамилия, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства и место работы. Вы прислушиваетесь по очереди, давайте говорить, да? Я вас слушаю. Молдагазиев Нурбек Дюшеналиевич родился в городе Фрунзе. Родился, вырос здесь. Образование среднее, профессиональное училище закончил. Место жительства город Бишкек. Место работы. Так я же инвалид, я не работаю. Ну, вы должны сказать об этом, что вы не работаете по инвалидности. Да, инвалид второй группы. Нигде не работаю. Живу вот на пенсию. Можете пройти к месту. У вас нет вопросов по поводу личности? К месту пройдите. Саранов Самат Кышталбекович, пожалуйста, пройдите к трибуне, представьте информацию о себе. Саранов Самат Кышталбекович, 5 мая 1987 года рождения, место работы постоянный представитель Джавхар Кенеша в Конституционном суде Кыргызской Республики. Чуть громче. Адрес регистрации город Бишкек. Нет вопросов, да? Присаживайтесь. Молдобаев Алмаз Тавалдыевич, пожалуйста, пройдите к трибуне и представьте информацию о себе.
Здравствуйте, уважаемые судьи. Молдубаев Алмазбек Тавалдыч, 9 февраля 1973 года рождения. Работаю постоянным представителем президента и Кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики. Проживаю так. Присаживайтесь. Маргарита Насырхановна. Я Сапиянова Маргарита Насарканна, 27 марта 70-го года рождения, уроженка Чуйского района, проживаю в город Бишкек, работаю заведующим отделом аппарата Верховного суда, представляю Верховный суд по доверенности. Присаживайтесь. Ташмамбетова Назгуль Октябревна. Ташманбетова Назгуля Октябревна, 25 октября 92 года рождения, работаю в Министерстве юстиции ведущим специалистом отдела по экспертизе и разработке проектов актов. Проживаю по адресу город Бишкек. Джайлюбаева Данакан Абдыманаповна. Здравствуйте, Джалубаева Данакан Абдыманаповна, 24 июля 2022 года рождения, работаю в учреждении Адилетсот, бизнес-аналитик. Проживаете? Проживаю на улице в городе Бишкек. Присаживайтесь. Замирбекова Айдана Замирбековна. Замирбекова Айдана Замирбековна, 25 декабря 1991 года рождения. Работаю юристом учреждения УИТ Адилетсот. Проживаю по адресу город Бишкек. Ашимбаев Разак Уразбекович. Доброе утро, уважаемый суд и участники процесса. Ашимбаев Разак Уразбекович, 17.09.73 года рождения. Работаю представителем АО «Кыргызпочтасы». Нет, должность какая? Представитель у вас? Специалист, юрист-консультант. Юрист-консультант, да? Ага, ну все ясно. Проживаете в зале, да? Проживаю в город Бишкек. Проживаете. По документам, удостоверяющим личность, по доверенностям, уважаемые судьи, есть вопросы? Нурбек Душиналевич, Сранов Самат Кыштубекович, встаньте, пожалуйста. Вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии со статьей 34 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики вы имеете право знакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать с заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающаяся сторона имеет право изменить основание или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Каждая сторона-ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства, доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону. В соответствии со статьей 39 Конституционного закона о Конституционном суде вы вправе заявить отвод судье или судьям. Нурбек Душиналевич, вам ясны ваши права и обязанности? Микрофон включите. Вам ясны ваши права и обязанности? Да, спасибо. Вы не забывайте, уважаемые обращающая сторона, что ведется запись, так что вы должны все время свои позиции высказывать только при включенном микрофоне. Самат Кыштубеков, это у вас есть дополнительное ходатайство? Нет, я заключительную речь подготовил. Нет, подождите. Нет. У вас есть заявление об отводе судьи или судей? Нет, нету. Доверяю суду. Хорошо. Пока с вами все. Самат Кыштубекович, вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясно, уважаемый. У вас есть ходатайство? Нет, таба нет ходатайства. А? Нет ходатайства. Ага. У вас есть заявление об отводе судей или судьи? Отвод нет. Присаживайтесь.